и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Иван Лазаренко. И вот о чем мы расскажем сегодня. Праздник спорта, 8-е спортивные игры «Дети Азии» в самом разгаре. Расскажем о церемонии торжественного открытия, собравшей более 13 тысяч зрителей. Объявляю 8-е игры «Дети Азии» открытыми. В рамках игр «Дети Азии» стартовал 6-й международный форум юных олимпийцев, который ежегодно проводит Олимпийский комитет России. Конечно, отрадно здесь присутствовать, видеть эти счастливые лица детей, и родителей, и взрослых, и видеть их стремление реализовать себя, быть лучше. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с руководителями спортивных делегаций команд участников игр «Дети Азии». Город тепло принимает, жители города приветливые, гостеприимные. Вот атмосфера, которая царит на спортивных объектах, говорит о том, что правительство и само население республики очень ответственно подошло к организации данного мероприятия. Ни на минуту не прекращается поддержка земляков, находящихся на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Волнуюсь. Конечно, это хорошо, что помогают. Особая благодарность всем землякам, единому координационному центру. Так что ваша поддержка неоценима для нас. В Якутске торжественно открылся 7-й Якутский международный кинофестиваль этнического кино. Этническое кино – это истоки, это самобытность, это рассказ про свою землю, про свою родину, это про то, чем живет сегодня народ. И то, что сегодня якутское кино на таком большом подъеме, это, я считаю, это победа и достижение всего российского кинематографа. Да здравствует детский спорт! В столице республики в самом разгаре 8-е спортивные игры «Дети Азии», собравшиеся представителей из 24 стран и федеральных округов нашей страны. 26 июня на стадионе Туймада состоялось торжественное открытие игр. Масштабная трехчасовая постановка погрузила зрителей в мир Арктики. Не обошлось и без парада стран-участниц. На церемонии побывала и наш корреспондент Вероника Таюрская. Спустя 8 лет игры «Дети Азии» возвращаются на историческую родину. Открытие игр «Дети Азии» спустя столько лет не оставило равнодушными гостей и жителей республики. От сегодняшнего мероприятия мы ждем такого фееричного события. Мы очень долго ждали все. И ярких впечатлений, и незабываемых моментов от сегодняшнего дня. 65 творческих коллективов из 24 улусов республики, 20 тонн декораций, более 50 тонн современной техники, 3600 участников и столько же сценических костюмов, свыше 12 тысяч зрителей. Это все и даже больше цифры открытия 8-х игр «Дети Азии». Первые зрители начали собираться задолго до официального открытия игр. Все они с нетерпением ждали старта. Это такое знаменательное мероприятие, уже 12 лет прошло с 2012 года, с последних «Детей Азии» в Якутске. Но я думаю, нужно посетить было это мероприятие, обязательно. Это как минимум настроение, позитив. Будет очень грандиозно, интересно, поэтому я билеты купила давно, уже полгода назад. Все эти дни мы будем по всем спортивным играм смотреть. Для меня это большое событие, потому что для нашей республики и для молодежи, и для детского спортивного продвижения это самое главное. Перед традиционным парадом стран-участниц зрителей ожидали творческие номера от коллективов республики. Сотни ребят показали гостям современное прочтение культуры Якутии. Тут я выступаю, пока что еще неизвестно каким номером. Мы будем танец, который объединяет наш мир. В общем, так. По своему мнению, я думаю, что так. После шествия участников пронесли флаг по стадиону, который был поднят под гимн игр. Официальный же старт игр дал глава республики Айсен Николаев. 8-е
игры «Дети Азии» открытыми. За официальной частью последовало театрализованное шоу, повествующее о приключении 7 детей разных национальностей по якутской Арктике. Ребята, это лунная девушка из нашей старинной эвенкийской легенды. Уже в первый день старта игр сборная Якутии по футзалу одержала первую уверенную победу. Наши спортсмены выиграли сборную Кыргызстана со счетом 8-3. Напомним, что прямые трансляции телезрители могут увидеть на каналах НВК «Саха», Якутия-24, Мамонт и Топку. Вероника Таирская, Григорий Охлопков, Якутск. Накануне в зале Республики состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с руководителями спортивных делегаций команд участников 8-х спортивных игр «Дети Азии». Напомним, наша республика, давшая старт традиции проведения масштабного спортивного форума для детей игр «Дети Азии», после перерыва снова встречает гостей на 8-х играх. Представлены команды 24 стран, 3 федеральных округов России и столицы нашей страны, города Москва. Всего на играх будут представлены 24 вида спорта, в том числе 17 видов в основной программе, которые будут судить 707 судей из 14 стран. Помимо спортивных соревнований, участники игр и члены делегаций примут участие в обширной деловой и культурной программе. Мне всегда приятно возвращаться в Республику Саха, Якутия, потому что я уже здесь не первый раз. И я даже был совсем недавно на церемонии зажжения огня на Ленских столбах. Вот. И сейчас, уже полетев непосредственно для участия на играх, я, во-первых, вижу, как город тепло принимает жители города, приветливые, гостеприимные. Вот атмосфера, которая царит на спортивных объектах, говорит о том, что правительство и само население республики очень ответственно подошло к организации данного мероприятия. Гостеприимные нас принимали, и ваша организация тоже очень гостеприимная, и все мы понравимся там. Питание и кушать, которые речи тоже хорошо, волонтеры хорошие, то что очень благодарить вам. Российские космонавты на Международной космической станции записали для участников 8-х спортивных игр «Дети Азии» особенное приветствие. Они поздравили юных спортсменов, находясь в невесомости, вместе с этническим символом, продвигающим культуру, традиции и языки коренных малочисленных народов Севера и Арктики – куколкой «Кындыкан». Заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов подчеркнул, что успех проекта с отправкой куклы «Кындыкан» на МКС – это не просто яркое событие, а демонстрация важного принципа поддержки креативных индустрий и развития потенциала молодого поколения. Ну а в рамках игр «Дети Азии» стартовал 6-й международный форум юных олимпийцев, который ежегодно проводит Олимпийский комитет России. Впервые он проходит в столице нашей республики. В форуме участвуют 250 спортсменов из всех 24 стран мира, участниц игр. Подробнее расскажет моя коллега Екатерина Павлова. Первый форум юных олимпийцев состоялся 1 июня 2018 года. С тех пор количество участников мероприятия постоянно увеличивается, а программа становится более разнообразной и практикоориентированной. Мы в большей степени проводим мероприятия образовательного характера и мотивационного. К нам подключились наши прославленные спортсмены, чемпионы, спортивные руководители. И вот такая передача опыта, она в принципе всегда характерна для спортивной отрасли. И в этой части, конечно, безусловно, для того, чтобы дать советы нашим самым юным олимпийцам, мы приглашаем наших прославленных спортсменов. Проведение международного форума юных олимпийцев в Якутии подчеркивает важность сотрудничества в развитии олимпийских видов спорта и поддержки молодых талантов. 25 иностранных команд, которые приняли участие. Это большой показатель интереса мирового сообщества к нашим играм. И, конечно, все азиатские команды, которые нашего континента присутствуют, это подчеркивают очень представительные составы многих государств. И некоторые команды превышают 150 человек, 150 спортсменов, участников. Для нас, конечно, это очень приятно, значимо.
В рамках мероприятия юные атлеты смогли услышать историю успеха олимпийских чемпионов из первых уст, задать свой вопрос и спросить совет у выдающихся спортсменов, легенд спорта. Конечно, отрадно здесь присутствовать, видеть эти счастливые лица детей, и родителей, и взрослых, и видеть их стремление реализовать себя, быть лучше. Но почему я говорю, что вот эти вот за такими фестивалями будущее? На разных площадках форума для юных спортсменов были организованы специальные станции инновационного центра Олимпийского комитета России, где все желающие смогли оценить свои спортивные навыки, в том числе скорость реакции, выносливость, силу. Интересно было посмотреть на силу прыжка, на легкоотличность, телосложение, и на форуме очень было интересно, да, тоже услышать от олимпийских чемпионов. 6-й международный форум юных олимпийцев продолжит свою работу в Якутске до 30 июня в спортивной деревне игр «Дети Азии». Екатерина Павлова, Сергей Шипачев, Якутск. Тем временем участники игр «Дети Азии» не сидят сложа руки. Каждый день для них проводятся различные культурные мероприятия. Накануне в Олимпийской деревне ребятам показали творческие номера с якутским колоритом. Кроме того, собравшиеся смогли принять участие в мастер-классах по игре на барабане, хамусе и других национальных инструментах. Атмосфера праздника пришлась по душе всем участникам. Нам очень нравится, мы первый раз сюда приехали, и такие эмоции от открытия, от концертов по вечерам, нам очень нравится, мы очень всему довольны. Нам очень нравится, прям интересно так. И такие команды, очень много международных разных стран приехало команд, и очень интересно будет с ними побороться. По данным на утро субботы, в неофициальном медальном зачете пока лидирует сборная команда Узбекистана. В активе юных спортсменов всего 18 медалей, из них 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. Сборная Якутии 1 завоевала пока 3 золотых и 5 бронзовых наград. У сборной Якутии 2, пока только 1 серебро. Но я напомню, спортивные игры «Дети Азии» продлятся по 7 июля. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоги недели, и мы продолжаем. На этой неделе прошла встреча парламентариев Башкортостана, Северной Осетии, Алании и Ростовской области с руководством и председателями постоянных комитетов и комиссий Государственного собрания Илтумен. В ходе встречи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между парламентами нашей республики и Республики Северная Осетия, Алания. Соглашение подписали спикеры парламентов Алексей Еремеев и Таймураз Тускаев. Алексей Еремеев сообщил, что парламент республики возлагает большую надежду на эффектное сотрудничество к установлению и расширению межпарламентских связей Республики Северная Осетия, Алания и Якутии. Он отметил, что все лучшее, что наработано в законодательных органах, они смогут использовать в законотворческой деятельности. Есть общие проблемы, которые нужно решать их с помощью совместными усилиями. Вот, допустим, здесь Владимир Викторович Влазнев, Ростовская область. Мы с ними сейчас работаем очень плотно, потому что вся наша деятельность по обеспечению наших военнослужащих, которые служат в зоне специальной военной операции, связана с Ростовской областью. Мы ворота, это получается, в наши новые регионы, и Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику. И вся работа, которая ведется, конечно же, через Ростовскую область. И вот это наше соглашение, которое мы подписали в марте этого года, нам здорово помогает. И мы уже сегодня ощущаем их огромную поддержку. С самого начала специальной военной операции республика реагирует на запросы земляков в зоне специальной военной операции. Об очередной акции в поддержку якутян в зоне СВО в нашем следующем сюжете. Сбор необходимых на фронте вещей, изготовление блиндажных свечей, маскировочных сетей – это то, чем каждый из нас может помочь землякам, находящимся в зоне СВО.
Не остаются в стороне и предприятия, возможности которых в разы больше возможностей даже группы частных лиц. И масштабы поддержки переднего края возрастают. При содействии Народного фронта очередная партия, пусть гражданского, но необходимого в зоне СВО автотранспорта, отправляется нашим бойцам. Предприятие, коллективы Якутии делают свой вклад в дело общей победы. Машины будут передаваться бойцам, которые ушли из республики. То есть якутским бойцам, которые находятся сейчас в зоне СВО. Целевая, да? Да, и конкретно целевые идут. Помимо этого мы собрали гуманитарку также от неравнодушных жителей, которые приносят к нам в исполком Народного фронта. Парни работают, делают тяжелую работу. Мы здесь в тылу должны помогать им максимально работать на то, чтобы им было как можно меньше лишений. В деле оказания помощи переднему краю очень важна адресность. Это подтверждают и те, кто в составе формирования Министерства обороны добровольческих подразделений бьют врага на линии боевого соприкосновения. Снайпер одного из подразделений с позывным «Якут», для которого это уже второй контракт, с волнением говорит, что поддержка тыла – это очень много значит для бойцов. Волнуюсь. Конечно, это хорошо, что помогают. Особая благодарность всем землякам, единому координационному центру. То, что ваша поддержка неоценима для нас в это сложное время. И победа будет за нами. Руководство республики, понимая все вышеизложенное, прилагает огромные усилия для организации помощи, и масштабы этой поддержки растут день ото дня. Ширится и список выделяемой республикой помощи фронту. Из месяца в месяц, мне кажется, что граждане нашей страны все больше понимают, что специальная военная операция – это война, которая идет за нашу свободу, за всю страну. Мы не можем отгородиться, что было особенно в первый год, что вот там вот идут какие-то военные действия, а мы тут своей мирной жизнью живем. Сегодня, мне кажется, что уже подавляющее число граждан нашей страны понимает, что наше это общее дело. Очень скоро эти автомобили и груз выедут в направлении новых регионов России, в опорные пункты, а дальше подразделения непосредственно задействованы в выполнении боевых задач. Первый заместитель председателя правительства Республики Андрей Федотов также провел осмотр техники и снаряжения, отправляемой бойцам-якутянам. Торг «Кангаласы» предоставляет в зону проведения спецопераций электромотоциклы «Эндуро», главной особенностью которых является бесшумность и малая заметность для тепловизоров. Кроме того, бойцам создают универсальную противоосколочную защиту – костюмы, бронежилеты, пояса и щиты. Для основной части снаряжения полностью или частично используется пуленепробиваемая ткань, которая обходится дешевле в производстве, не уступая по защитным свойствам кевлару. Я рад видеть, что у нас начало складываться взаимодействие именно непосредственно с военными. Здесь сейчас находятся представители некоторых воинских частей, которые в сотрудничестве с нашими конструкторами, с производителями доводят эту технику до совершенства. И мы сегодня говорим о том, чтобы это взаимодействие было на постоянной основе. То есть все, что происходит на фронте, должно откликаться здесь, на промышленных производственных участках. И к другим темам. Более 180 студентов Алданского политехникума будут отчислены в связи с успешным завершением обучения и получением дипломов. Торжественная церемония вручения документов о среднем профессиональном образовании состоялась на площади Ленина. Легкого старта в профессию молодым специалистам пожелала моя коллега Татьяна Вахнина. Строгую торжественность момента пронизывали самые разнообразные и неповторимые эмоции. Это и радость от предвкушения чего-то нового, и грусть от того, что один из чудесных этапов жизни остается позади. На главной площади города состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Алданского политехникума. В этом году Алданский политехнический техникум заканчивает 186 обучающихся. При этом в городе Алдан у нас есть 2 выпускника, которые получили 100 баллов на демоэкзамене. И в целом 16 ребят, которые получат дипломы с отличием.
Удачи, благополучия и больших побед выпускникам пожелали преподаватели и кураторы групп. Отпуская вчерашних детей в самостоятельную жизнь, наставники с трудом сдерживали слезы. Ведь сложный и тернистый путь в профессию они прошли вместе с каждым студентом. Конечно, группа очень хорошая, я к ним очень сильно привязалась. И очень жалко мне с ними расставаться. Привыкла уже, как мои чада. Поэтому я, конечно, желаю ребятам и удачи на этом новом таком поприще, да, потому что их ждет уже в дальнейшем работа. Я думаю, что у них все будет хорошо. Студенчество недаром называют самой прекрасной жизненной порой, из которой не забывается ничего. Ребята стали друг другу родными. Юноши и девушки убеждены, зарожденная в стенах кузницы кадров дружба сохранится на долгие годы. Грустно расставаться, как бы уже ко всем привыкли, и очень грустно, короче, просто. Пора экзаменов миновала, волнения и страхи улеглись, и уже бывшие студенты готовятся заступить в новый жизненный этап – приступить к профессии. Совсем скоро коллективы предприятий района пополнят квалифицированные рабочие кадры и специалисты. По специальностям открытые горные работы, по специальностям техническое обслуживание и ремонт автомобилей, по специальности горные электромеханики. Также у нас выпускаются ребята и по профессиям. Большинство юношей и девушек имеют представление, в какой сфере они станут применять полученные знания и профессионально расти. Стоит отметить, что на предприятиях района и республики выпускники Алданского политехникума остаются востребованными. Татьяна Вахнина, Алдан. 7-й Якутский международный кинофестиваль этнического кино начал свою программу в столице республики. Церемония открытия кинофестиваля прошла в Сахатеатре имени Платона Аюнского. Наши коллеги с подробностями о мероприятии в следующем сюжете. Открыла мероприятие «Красная дорожка», где жители и гости столицы республики приветствовали организаторов, кинематографистов и актеров, гостей и участников кинофестиваля. Проведение Якутского международного кинофестиваля этнического кино в рамках 8-х игр «Дети Азии» – значимое событие культурной программы грандиозного праздника, которое позволяет показать миру лучшие образцы азиатского киноискусства и познакомить иностранных гостей с уникальной культурой Якутии. Этническое кино – это истоки, это самобытность, это рассказ про свою землю, про свою родину, это про то, чем живет сегодня народ. И то, что сегодня якутское кино на таком большом подъеме, это, я считаю, это победа и достижение всего российского кинематографа. Потому что, когда мы смотрим на наших якутских коллег, хочется творить, создавать фильмы, рассказывать про себя, про людей, которые рядом. Якутия является регионом с активно развивающимся кинопроизводством, где якутское кино из феномена трансформируется в полноценную индустрию. 20 с лишним % всех призов, которые собрал российский кинематограф на мировых кинофестивалях в прошлом году, завоеваны якутскими фильмами. У нас более 20 кинокомпаний, творческих студий, которые за последние 10 лет, я вот специально всю статистику с 2013 года собрал, сняли более 250 фильмов, полнометражных фильмов. В конкурсной программе кинофестиваля будут представлены 9 картин, из них 2 якутских режиссеров. В нашем якутском международном кинофестивале принимает участие множество стран. Это представители Китая, Сербии, Монголии, Америки, Казахстана, Россия, ну и, естественно, наша республика. Мы тоже Россия, но это наше национальное кино. Вот примут участие 2 проекта. Проект Сергея Потапова «Король Лир» и проект Михаила Лукачевского «Стерхи», там, где танцуют стерхи. Победители получат традиционные призы фестиваля «Золотые и серебряные снежные очки», символизирующие новый взгляд на искусство кино в современном мире. И на самом деле у нас в Казахстане очень любят и очень высоко ценят якутское кино, поэтому я с удовольствием принял приглашение. И я думаю, что нас ждет на самом деле незабываемая неделя такого
кинофестиваль. Здесь на самом деле очень интересно увидеть и разнообразие, и единство этнических наших культур. В программу кинофорума помимо основного конкурса войдут внеконкурсные и специальные показы, дистанционный всероссийский конкурс студенческих фильмов, а также большая деловая и образовательная программа. Екатерина Павлова, Григорий Хлопков и Якутск. Что ж, именно такой увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия день за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.